Яблок аромат, так одинок и тонок в притихшем саду. Слава Иисусу Христу! Дорогие друзья, меня зовут отец Андрей Буйнич, я священник Белорусской греко-католической церкви, а вы смотрите плейлист о катехизисе католической церкви. Тех, кто впервые зашел к нам на урок, я приглашаю начать с первого видео в этом плейлисте, а всем остальным добро пожаловать. Сегодня у нас фундаментальная тема – Священное Писание. И прежде чем мы начнем, я напомню, где мы находимся. Итак, мы пользуемся катехизисом «Христос наша Пасха», а в особенности его структурой, которая служит нам методологическим ключом. То есть таким планом, по которому мы можем систематически изучать учение католической церкви. Мы все еще с вами разбираемся с первой главой, первой части катехизиса, и напомню, что эта глава называется «Откровение Пресвятой Троицы». Мы уже узнали о том, что такое божественное откровение вообще, а также мы узнали о его части, которая называется «Священное предание». Его называют еще устным. Сегодня пришло время узнать о другой составляющей божественного откровения – о священном Писании. В первую очередь оба катехизиса, как катехизис «Христос наша Пасха», так и катехизис католической церкви, предлагают нам ознакомиться с взаимосвязью, которая существует между священным устным преданием и священным Писанием. Мы не будем изобретать велосипед и также начнем с этого вопроса. Итак, взаимосвязь священного Писания и священного предания. На что следует сразу обратить внимание? Во-первых, на то, что и предание, и Писание имеют один и тот же божественный источник, а также устремляются к одной и той же цели, к передаче божественного откровения. Это то, что у них общее. Во-вторых, обратим внимание на то, что их отличает, а отличает их то, как они стремятся к достижению своей цели. А именно, предание – это Слово Божие, которое было уверено Иисусом Христом и Святым Духом, апостолам, а уже через них их преемникам, дабы они, озаренные Духом истины, своей проповедью верно его хранили, излагали и распространяли. Священное же Писание – это Слово Божие, которое было сохранено на письме под вдохновением Святого Духа. Существует еще одна, как мне представляется, тонкая связь между этими двумя типами, способами божественного откровения, который удачно описывает катехизис «Христос наша Пасха». По Священному Писанию Церковь определяет истинность устного предания, а оно в первую очередь поясняет и толкует Священное Писание. Устное предание выражено в учении святых отцов, в частности, на вселенских и поместных соборах. Конец цитаты. Давайте еще раз поясним. Чтобы определить, насколько верно предание, нам следует верифицировать, сравнить его со Святым Писанием. Чтобы разобраться в том, что сообщает нам Святое Писание, нам следует искать объяснение его текста, то есть комментария, в предании. Святое предание и Святое Писание являются собой святой залог веры, депозитум фидei, то есть совокупность истин, содержащихся в откровении и вверенных церкви для хранения и истолкования. А следующий вопрос, который мы рассмотрим, это что первично, церковь или Святое Писание? Дорогие друзья, что же первично, церковь или Святое Писание? На первый взгляд может показаться, что это банальный вопрос и что он вообще не имеет смысла, однако это не так. Ни в катехизисе «Христос наша Пасха», ни в катехизисе католической церкви не рассматривается непосредственно данная тема, а между тем ответ на этот вопрос
делит христиан на католиков и протестантов. Как только мы ответим на него для себя, на этот вопрос, то сразу же отпадет куча и других вопросов. Итак, давайте рассмотрим вариант, когда верно утверждение. Священное Писание первично, и именно оно положило начало рождению церкви. И такая точка зрения, на наш католический взгляд, противоречива, ведь Библия не свалилась нам с Луны в таком виде, в каком она есть. Священное Писание – это антология многочисленных книг Ветхого и Нового Заветов. Эти тексты писались часто поколениями и разными авторами. Кроме того, рядом с текстами, которые мы сегодня называем боговдохновенными, существовали, да и сейчас существуют, те тексты, которые мы не найдем под обложкой Библии. И они, кстати, называются апокрифами. Из вышесказанного нам следует сформулировать два вопроса. Первый. Кем были те люди, которых Бог вдохновил записать Его Слово? И второй. Кто решил, какие тексты следует собрать под одной обложкой книги, которую мы называем Библией? Когда мы спрашиваем, кем были те люди, которых Бог вдохновил записать Его Слово, то имеем в виду, что авторы священных текстов жили не в вакууме, а в определенном сообществе. И через это сообщество и ради него Бог побуждал некоторых людей писать священные тексты. В Ветхом Завете таким сообществом был избранный народ, в Новом Завете – общины учеников Христа. Сообщество людей, верующих в Бога, мы называем церковью. В первом случае мы имеем дело с ветхозаветной церковью, во втором случае с новозаветной церковью или церковью Христовой. Таким образом мы, католики, утверждаем, что не священное Писание первично, но церковь. Священное Писание, Библия, является книгой нашей католической церкви, ведь именно в сообществе верующих нашлись те, кто по вдохновению Святого Духа записал Слово Божие на письме. Кроме этого, церковь и ее компетентные лидеры решили, какие книги из множества писаний о Боге и Христе войдут в Библию, а какие получат общее название апокрифы и станут просто более-менее интересным чтением. Друзья, о том, какие книги вошли в Библию, или другими словами, что такое канон, мы поговорим в нашем следующем видеоуроке. Те, кто еще не подписался на канал, подписывайтесь, ставьте лайк и задавайте ваши вопросы в комментариях. Таким образом, мы, католики, утверждаем, что не священное Писание первично, но церковь. Таким образом, мы, католики, утверждаем, что не священное Писание первично, но церковь. Священное же Писание, Библия, является книгой нашей католической церкви. Священное Писание, Библия, является книгой нашей католической церкви.